Дорогие друзья, коллеги, добрый день. Да, мне очень приятно сегодня анонсировать семинар. Он как бы начинался как наш внутренний семинар Института философии, информационного характера, очень полезный, я думаю. Вот. Ну, далее мы его расширили и пригласили многих желающих. Я думаю, к нам еще подключаться. Мы ждем еще одного нашего участника, но так как, я бы сказала, два основных наших гостя, основных, потому что это гости из Франции, они здесь работают сейчас в институте. Вы, наверное, многие хорошо помните, возможно, директора предыдущего, Катрин Пужоль, французского института исследований по Центральной Азии, потому что я лично участвовала здесь, в этом же зале, на замечательных конференциях, которые были организованы совместно с нашей Академией наук. И сегодня позвольте вам представить, я начну с Адриана по иерархии, да? Адриан Фов, он новый директор института, но уже более года здесь, занимается, потом он коротко сам, видимо, скажет в своей речи тоже о сфере своих интересов научных. Хорошо говорит на русском языке, хорошо знает Центральную Азию, особенно Казахстан. И потом позже я предоставлю ему слово, естественно. И Ксавье Алес, это старший научный сотрудник. Адриан – доктор политологии, Ксавье – доктор исторических наук, тоже специалист по Центральной Азии, можно широко говорить, я думаю, так тоже. Ксавье уже сам выступая больше расскажет о сфере своих интересов. И я думаю, Эмиль Джангарузович, по-моему, подошел. Да? Да, отлично. Да. Эмилия Джангарузовича, наверное, не надо представлять. Все знают, это проректор по науке Кыргызского государственного университета имени Ишналы Арабаева. Тогда все в сборе. Я предоставлю слово для приветствия нашему директору Нуру Каримфовичу. Дорогие участники сегодняшнего круглого стола, я поблагодарил бы сегодняшних наших гостей за согласие и за активное участие в круглом столе. И сегодня здесь в основном присутствуют наши сотрудники Института философии и наши аспиранты. Кроме того, здесь еще присутствуют со стороны соискатели и научные сотрудники. Сегодня мы организовали по поводу публикаций в зарубежных журналах. И для этого мы сегодня пригласили научных исследователей, научных сотрудников, докторов наук, кандидатов наук, старших научных исследователей, чтобы вам все понятно было. Почему? Потому что они же знают, занимаются сами. Если не научные работники были бы, тогда другой вопрос. А сегодня научные работники, исследователи здесь присутствуют. Почему мы организовали? По той простой причине. Вы знаете, что последние 2-3 года наша Национальная аттестационная комиссия требует, чтобы была публикация в Скопсе и в Веб-Сайенсе. Мы сегодня никак не можем. Это сегодня нашими учреждениями принимается как закон, закономерности. Недавно подписан новый указ нашего президента, там тоже есть о публикации Веб-Сайенс и Скопс. Так что все это принятые положения указа сегодня невозможно и нельзя пересмотреть. Что снимать вопросы о публикации, а там очень много процедурных вопросов будет. После указа указ и приказ никогда не отменяется. Следующий вопрос – это как публиковать или публиковаться в зарубежных научных журналах.
Мы сегодня не знаем, у кого какая возможность есть, они публикуют. Но как публикуется в научных престижных журналах Запада, как публикуется? Это темный лес. Поэтому мы должны вот здесь раскрыть суть проблемы, процедуру, как публиковать, чтобы нам легче было, чтобы это самое не искали, что у нас был какой-то вот центр для организации публикаций в зарубежных журналах. Спасибо еще раз за согласие, за участие. И кроме того, спасибо нашим сотрудникам и аспирантам, и соискателям. Наш круглый стол ненадолго, ну, час 15 минут. Почему? Потому что есть онлайн-связь. Посмотрите, вот с другие тоже присутствуют здесь. Здесь сегодня присутствует, будет участвовать Швейцария. Поэтому мы должны ориентироваться на их времени. Вот. Еще раз желаю успехов, что мы здесь не первый раз и почаще собрались и решали. Я прошу особенно наших сотрудников, чтобы мы теснее работали. Вот Джамбу Хватбековна давно зарубежными учеными работает, знает многие процедуры, и Эмиль тоже знает, как надо делать. Поэтому мы сегодня должны прорыв делать, что это самое, в эти зарубежные публикации. Спасибо за внимание. Спасибо вам тоже. Огромное спасибо, Нур Керимкулович. Да, я хотела предупредить, давайте, пусть будет в каком-то смысле вот неформальный, да, то есть по каким моментам. Мы, как бы все равно в одной семье. Я не в том смысле, что только институт философии, в научной, да, скажем так. И многие вопросы очень похожи, несмотря на то, что мы как бы в разных мирах научных. Ну вот услышите, я думаю, что многие проблематика, какие-то вопросы, сложности очень похожи перед учеными исследователями, ну, скажем, во Франции или те, кто в международной сфере работают и здесь. Вот. И еще я предлагаю проводить на 2 языках, ну или французский я сюда не включаю, потому что наши гости прекрасно говорят на русском языке. Вот. На кыргызском, на русском языке, я так думаю. Ну, если желающие английский, французский, тоже переведем. И у нас будет, как предупредил Нур Керимкулович, гость, доктора Экокулярзиева. Вы видите все вот в повестке дня тоже. Она находится в другой стране. Она закончила докторскую вот в Швейцарии, действительно, но сейчас она не в Швейцарии, она находится в Бутане, тоже, да, Бутан, горная страна, хорошо знаете, наверное, да, на востоке под Китаем, да, между Индией и Китаем и так далее, вот, где она участвует в очень серьезном образовательном проекте, и она тоже об этом скажет несколько слов, и каким образом ее, как бы, вот, продолжение, постдокторская жизнь, как бы, этому помогает. И, я почему предупреждаю, она выйдет, у нее строгий там распорядок дня ровно в 11. Ну, может быть, у нее пораньше получится. Вот. А до этого позвольте мне модерировать. Предлагаю каждое выступление в районе 10 минут. Ну, и, возможно, наверное, переделаем вопросы-ответы сразу, как вы думаете, да, к выступающим. Сразу вопросы-ответы по одному, по два, и потом будем ориентироваться по времени. У вас у всех есть, наверное, эта повестка. Вот. Поэтому с большой радостью предоставляю слово для начала доктору Эмилю Ганиметову, Эмилю Джангорозовичу. Это очень важно, мне кажется, мы хотели услышать. Он очень хорошо знает, наверное, те проблемы, которые стоят перед аспирантами и соискателями, молодыми учеными здесь, в Кыргызстане, особенно вот в связи с нововведениями и с новыми требованиями по публикациям.
Урмат Нур Сарлаевич, Урмату Джамбы Эджике, уважаемые коллеги, вот особенно гости из Франции, дорогие наши философы, друзья. Я думаю, что сегодня очень важный день, очень важное событие, которое обсуждается и касается ко всем ученым, представителям вузовской науки. После того, как наш высшая аттестационная комиссия принял специальное постановление, в соответствии с которым каждый, кто собирается защитить докторскую диссертацию, он обязан опубликовать 2 или 3 статьи в журналах, которые входят в базу данных Scopus и Web of Science. В этом году это положение было изменено, только 1 публикация требуется, но тем не менее все аттестационные комиссии, аккредитационные комиссии, организации, которые проверяют наши вузы, университеты, все университеты обязаны проходить через аккредитационные комиссии международных организаций, они обязаны, вынуждены опубликовать даже магистры свои статьи, научные труды в журналах или тех изданиях, которые имеют импакт-фактора в системе RINS или Scopus и Web of Science. Такие требования есть, законодательно-нормативные акты приняты, каждый ученый оценивается в соответствии с этими публикациями, но остаются те форматы оценки, которые у нас существуют из советской системы. Как быть с этим? И хотя требования есть, но какие условия созданы для ученых, вот наших русских ученых? Вот об этом хотелось бы сказать несколько слов. Есть ли научные журналы Кыргызской республики, которые выходят в базу данных Scopus и Web of Science в Академии наук или англоязычной АУСА нашей республики? Ни одного журнала пока не входит и в Scopus, и в Web of Science. Есть ли такие журналы в соседних странах, Казахстана, например? В Казахстане в Scopus включено 10 журналов, но все 10 эти журналы, они не совсем гуманитарного профиля, они все технические, естественные, научные журналы. Это Евразийский журнал Евразийского национального университета Гумилева, Казахского национального университета Аль-Фараби, оба по химии и по математике. Казахский Карагандинский университет, также Вестник Карагандинского университета и доклады Национальной академии наук Республики Казахстан, они по физике, по химии. Ни одного журнала по философии, по социогуманитарным наукам. То же самое в Скопсе. В Скопсе из Казахстана включены 8 журналов, и все 8 журналов относятся по химии, математике, физике, серии геологии и технических наук, известной Национальной академии наук Республики Казахстан. Недавно мы были в Беларуси. Беларусы организовали большой форум ученых СНГ, но там такая же проблема. Ни одного журнала по философии, по социогуманитарным наукам не входит, не числится в Scopus или Web of Science. В Узбекистане регистрировано 2 журнала. Тоже англоязычные журналы, относятся, естественно, научным направлениям. И основное требование, по которым наши журналы могут входить в Scopus, это они должны быть продублированы на английском языке. Каждая статья должна быть, не каждая, но хотя бы 1 номер, если в течение года входит 4 номера, должна быть на английском языке. И когда представитель Web of Science у нас, когда еще в то время, период, когда Абдуманап, бывший замминистра, работал, они Минобразования выделили сотни тысяч долларов каждый год, они подписывались в систему Web of Science. Был здесь представитель, он все время рассказывал, что наши журналы
может входить, и количество авторов, которые публикуются в системе Web of Science, каждый год увеличивается. Но мы задали ему вопрос, почему англоязычный, почему не французском языке, почему не немецком языке, почему англосаксы доминируют и в системе индексирования науки на международном уровне. Они говорили, что особенно вот французы возмущаются. Именно французы противостоят этой системе, англоязычной системе, потому что у них давние традиции науки, даже когда-то были впереди, но сейчас международная мировая система изменилась так, вот англоязычная система индексирования, научное цитирование доминирует английский язык, язык современной науки и тому подобное. Но я думаю, положение меняется, но в данный момент факт в том, что мы вынуждены считаться теми положениями, нормативными актами, которые принято в нашем государстве, и опубликовать свои журналы, свои статьи в этих журналах. Но каким образом публикуется? Как публикуют те, которые входят на защиту, на докторской, на кандидатском стало проще. Сейчас только 2 статьи с импакт-фактором, который зарегистрирован в РИНС, может выйти на защиту по любой сфере науки, а вот докторским посложнее. И мы видим, что очень многие публикуют свои статьи за деньги. От 500 до $1500 публикация в журналах в системе, которая входит в систему Scopus. Притом, если даже самому написать, отправить в это журналы, это уже возникает большая накладка. Но в прошлом году Министерство образования и науки Кыргызской Республики вывело рейтинг вузов, и там отдельная категория идет публикации в журналах Scopus и Web of Science. И впереди всех не АУСА, не другие вузы, а вот Кыргызско-Славянский университет. Мы специально исследовали, анализировали. Оказывается, Славянский университет заключил очень много договоров с российскими вузами, научными центрами, в соавторстве, в соответствии с договором, который заключен российскими вузами, они публикуют свои статьи в журналах на русском языке российских вузов, которые уже вошли в Scopus и Web of Science. Из России в данный момент 706 журналов, которые выходят на русском языке и на английском языке, вошли в Scopus и Web of Science. И из них вот 443 общегуманитарным направлениям по философии, вот, которые нас больше всего интересует также наши коллеги из Института философии, 197 журналов, там очень много журналов вот из сибирских университетов, томских, Новосибирского университета. Они уже вошли, и если вы можете опубликовать свои статьи, например, в Санкт-Петербургском журнале Государственного университета или Новосибирском национальном исследовательском государственном университете, тоже имеет журнал «Философское антиковедение», классическая традиция, они уже числятся как журналы, которые имеются в базе данных Scopus и Web of Science. Как только они входят в эту систему, тут же они входят тоже в ядро системы РИНС, Российского индекса научного цитирования. Вот вестник Томского государственного университета, философия, социология, политология, они тоже числятся в Scopus. Российская академия наук и Институт философии, у них 4 журнала уже вошли в Scopus и Web of Science. Это прежде всего вопрос философии, философский журнал, эпистемология, философия науки, редактор Карсавин этих последних 2 журналов. Вопрос философии давно известный журнал, а также журнал Московского государственного университета, серия «Философия», вот недавно вышла. В прошлом году этот журнал не был в системе Scopus, в этом году уже имеется редактор, коллега ваш друг Джамбу Дюсубалиева, сокурсник Андрей Козырев. Я думаю, единственная возможность для кыргызских
авторов, кыргызстанских авторов, это налаживать или писать на английском языке, отправить журналы по всему миру, там ответ может прийти через 2-3 месяца, можете ждать полгода, но если статья качественная, хорошо переведено или написано, они обязательно опубликуют, притом опубликуют бесплатно. То же самое обещают российские журналы, но если имеются какие-нибудь договора между вузами, российскими вузами или научно-исследовательскими центрами, поскольку мы имеем как наследие советского общества науки, очень многие владеют русским языком, туда можете отправить, эту проблему можно решать вот таким образом. Или вот как Jumbo EDK напрямую связывать через личные контакты, взаимоотношения вот, руководством, или Нур Ава, если может, у него и так хорошие контакты, связи, дружеские отношения Института философии Российской академии наук, напрямую можно с ними связываться, налаживать контакты, опубликовать статьи, как делали это казахские философы. Где-то позапрошлом году дюжины казахских авторов опубликовались в журнале «Вопрос философии», поскольку Насамбаев на тот момент руководитель Казахского института философии напрямую связывался с Тюпиным или Смирновым, и они дали зеленый свет, разрешили опубликовать казахских авторов. Очень многие отправили, подбирали из них несколько десятков и опубликовали в своем журнале. Но статьи, я все статьи просмотрел, даже не совсем качественные статьи были опубликованы «Вопрос философии», но благодаря вот Насамбаеву или вот таким налаженным связям. Для кандидатов наук или те, кто еще собирается защитить кандидатские, по соответствии нормативным актам ВАКа, они могут или должны опубликовать свои статьи в журналах, которые зарегистрированы в РИНС, но имеют не нулевой импакт-фактор. Не обязательно этот журнал выходит в Казахстане, России или Кыргызстане. Из кыргызских журналов в данный момент имеет импакт-фактор всего около 5-6 журналов. Прежде всего, это журнал университета Алато, раздел публикаторов по ГРНТ, у них начиная философия, кончается биология, химия, физика, организация управления, радиоэлектротехника и тому подобное. Этот журнал сейчас очень востребован, но, возможно, его также уберут импакт-фактор из РЭНСа, как сделали это с журналами Дурбелён Джапарова «Наука», «Известия вузов Кыргызской республики». Год-два назад имел импакт-фактор, а в РЭНС довольно большой импакт-фактор, но в данный момент не имеет такого импакт-фактора и уже не востребовано, как раньше. Кроме того, еще несколько журналов «Вестник Академии государственного управления при президенте Кыргызской республики», «Вестник КГМА» и другие журналы. Очень многие кыргызские журналы, качество статей в таком некачественном виде. Ну, то прежде всего эти системы Scopus, Web of Science, они частные коммерческие организации, делают деньги. Я думаю, что вот в резолюцию сегодняшнего мероприятия нужно включить то положение, что если деньги выделяются от Хунтор или от государства, они должны быть направлены именно на то, что вот поднять кыргызских журналов, чтобы они могли войти и Scopus, и Web of Science. Это вполне реализуемые задачи. В Академии наук хотя бы 1-2 журнала должна быть Web of Science, и как это сделали казахи в серии физики «Известия Академии казахских наук», точно так же и могут. И думаю, что уже работа ведется скоро. Нужно войти, но прежде всего мы должны думать те специалисты или кто специализируется по социогуманитарным наукам, что у нас был такой журнал. Я очень надеюсь, вот Jumbo Sibalieva EDK, это по силам решать эту задачу, и мы со всеми силами будем способствовать и помочь.
Да, спасибо огромное, Эмиль Джанкруш. Да, Нуркин Николаевич. Сейчас вопросы, 5 минут, да? Уважаемые участники, я попросил бы будущих кандидатов в науку. Прежде чем публиковаться в РИНС, надо посмотреть инфофактор. Не надо стихийно публиковаться, просто так затратить деньги. Посмотрите на инфофактор. Почему? Потому что после этого вы получаете баллы. Сейчас НАК у нас работает по балловой системе. Для кандидатов наук столько-то баллов, для будущих докторов наук 250. Понимаете? 250. Доктор наук. А 140-150 кандидатов наук. Поэтому следите за РИНС журналами, что у них высокий инфофактор был. Спасибо за внимание. Ой. Да, вопросы, если есть, у нас есть 5 минут на вопросы-ответы, и в конце еще будет общая сессия к Эмилю Джангорозовичу. Да, нет, да, пока. Я благодарю, очень информативное, полезное было выступление. И сейчас позвольте передать слово нашему гостю, доктору Адриану Фову, который работал очень много в сфере политологии в Казахстане и хорошо владеет, так сказать, научной ситуацией, я думаю, и вообще в Центральной Азии, потому что уже более года возглавляет замечательный французский институт научных исследований по Центральной Азии и очень много делает, ну, и для обмена, так сказать, научной информацией, научными кадрами, и всегда открыт, и, насколько я знаю, новую свою миссию тоже видит в укреплении научных связей между нашими академическими кругами и европейскими, французскими в частности, особенно в гуманитарной сфере. Да, слово вам, Адриан. Уважаемый господин директор, уважаемые джамбы, дорогие коллеги, урмату кесиптештер. Огромное спасибо за приглашение, за теплый прием в таком важном месте для науки в Кыргызстане и в Центральной Азии. Всегда интересно познакомиться с коллегами. После пандемии, кажется, это чудо. Еще более чрезвычайная встреча, когда коллега, находясь в Бутане, присоединится в онлайн-режиме. Коротко позвольте мне рассказать об ИФИАКе, о нашем институте, где Кзавье со мной работает. ИФИАК был открыт сначала в Узбекистане в 1993 году, потом в связи с разными обстоятельствами мы заново открылись здесь, в Бишкеке, в 2011 году. Это уже больше 10 лет назад. Наши основные задачи следующие. Это организовать конференции, то есть научные мероприятия. Это публиковать разные труды. И у нас тоже есть система стипендий. Это стипендии для постдокторантов, у которых уже есть степень кандидата наук или PhD из Центральной Азии, чтобы ехать во Францию, и система стипендий для магистрантов и аспирантов из Франции или, скорее всего, из Европы, чтобы приезжать в Центральную Азию и провести полевые исследования. ИФИАК – это платформа для взаимного научного сотрудничества в области общественных и гуманитарных наук для молодых и для более опытных специалистов. Мы вместе с Кзавье очень рады работать в Бишкеке. Уже здесь мы находимся 1,5 года. Думаю, вам покажется, что у нас с Кзавье достаточно критический подход к этим так называемым международным стандартам, библиометрии, допустим. Мы все-таки же потомки Фуко и Бурдье, и мы знаем, что механизмы власти также существуют в сфере науки. Теперь я хотел бы вам рассказать об своем личном опыте, как я публиковался
в разных англоязычных журналах и тоже в рамках коллективных трудов. Это два журнала, которые публикуют статьи специалистов Центральной Азии и вообще постсоветского пространства. Первый журнал – это Central Asian Survey. Может быть, вы знаете Central Asian Survey. Второй журнал – это Nationalities Papers. Central Asian Survey и Nationalities Papers. В Central Asian Survey у меня статья Nationalities Papers. В Central Asian Survey статья вышла по поводу, как можно сказать, глобальных аспектов города Астаны. Вот. То есть как город Астаны служит для глобализации Казахстана. Вторая статья – это по поводу того, как некие памятники в этом городе Астаны не были поставлены или другие были на самом деле вот поставлены и так далее. Это такая статья по поводу того, что вот этот процесс, как местные власти и центральные власти, они выбирают памятники, и как это все делается, очень сложный процесс на самом деле. Вот. Каждый раз это было в рамках специального выпуска, special issue этих журналов, то есть был сборник статей под руководством двух опытных коллег, естественно, очень англоязычных, которые уже знали, как можно сказать, стандарты востребования этих журналов. То есть они давно сотрудничали, они знали, как предложить такие сборники. То есть я хочу сказать, здесь это очень помогает. Если ты отправляешь статью издалека в этот журнал, не зная никого, кто уже там публиковался, кто понимает, какие у них востребования, кто общается часто с научным руководством этого журнала, я думаю, ситуация может очень-очень быть различной. Так что это улучшает процесс. Я не говорю, что 100% будет возможность публиковаться, если вы знаете, если у вас есть знакомство, связи с этими людьми. Просто они могут вам помочь, вам объяснить все это, как делается. Вот, это ускоряет процесс, я хочу так сказать. Мы, конечно, прошли все этапы вот этой рецензии, то есть анонимные специалисты критиковали, дали комментарии. Я должен был несколько раз улучшить свой черновик, свой текст. И это все стандарты, они, конечно, учитываются, но сам факт, что эти два коллега англоязычных курировали этот сборник, это нам очень помогло, потому что до того, как я отправил в журнал эти статьи, они 2 раза уже прочитали и дали свои примечания. Так что есть строгий и объективный процесс, но я хочу еще отметить, что когда я публиковался в этих журналах, сам факт, что эти коллеги захотели мою статью, это из-за того, что мы до этого уже познакомились. Я организовал конференции в Париже тогда, они присутствовали, они узнали, какие у меня есть работы, и они подумали, будет интересно для этого сборника. Это все так началось, все-таки, видите? Так что есть объективный, строгий процесс, эти стандарты, но есть и тоже вот этот человеческий фактор. Вот, я думаю, здесь есть какое-то равновесие. Потом второе. Как я сам публиковался в рамках больших коллективных трудов на английском тоже языке, я хочу сказать, что в этом сборнике по поводу власти в Центральной Азии, это тогда было под соруководством одного из этих коллег, который мне помог публиковаться в Central Asian Survey.
Видите? Я могу даже дать их имя, чтобы вы знали, кто они, фамилии. Есть Джон Хедершоу, был Александр Кули, Алессандро Фригерио и Абель Полезе, и еще Рико Айзакс. Так что имеется в виду, что это был уже второй этап. После того, как я публиковался в этих журналах с их помощью, потом дальше мы вместе организовали конференции и так далее. Причем здесь была панель в Бишкеке, может быть, помните, в 2017 году в АУЦА была большая конференция совместной Central Eurasian Studies Society, это большая ассоциация специалистов в Америке, и European Society for Central Asian Studies, ESCAS. Это Европейская ассоциация специалистов региона. Она называется европейской, даже если сам профессор Аблет Камалов из университета там в Алматы, он сегодня президент этой ассоциации, так что она не совсем европейская, она вообще глобальная. Вот. И я публиковался с ними, то есть это еще вот эти коллеги, они прочитали несколько раз мою статью, они дали свои примечания и так далее. Это всегда помогает, да? Потому что я не владею английским языком очень хорошо, то есть они мне помогли тоже. Я, естественно, написал эту статью на английском, но потом всякие моменты, да, корректировки и так далее были. И последний пример. Тогда я здесь был соруководителем проекта. Это уже как будто другой опыт. Это такой большой коллективный труд, 1000 страниц, которые причем полностью доступны бесплатно в онлайн-режиме. Это учебник European Handbook of Central Asian Studies, европейский учебник в области исследования Центральной Азии, который мы через издательство IBIDEM, это немецкое издательство, оно на английском языке, на основе большого Erasmus Plus проекта, это был большой грант на 3 года, там 15 разных статей, плюс различные части и материалы. Я тогда был соруководителем этого большого труда, и, естественно, у меня есть глава по поводу выборов и политических партий в Центральной Азии, но и тоже я написал введение этого труда. И имеется в виду, что, конечно, здесь, будучи соруководителем, это мне очень помогло публиковаться. Да? Так что в итоге, то, что я хочу сказать, я думаю, социализация всех ученых, то есть сам факт, что мы встречаемся на конференциях, у нас есть совместные проекты, мы знаем, какие востребования, стандарты у каждого журнала и так далее, это очень помогает. Я не говорю, что это все решает, но это помогает. Если у вас научный труд хороший, если вы согласитесь принять вот эти критические взгляды и внедрить все коррективы, вот это объективный, да, процесс, плюс вот это знакомство, я думаю, тогда получится. Вот это моя позиция. Поэтому я сказал, что она немножко критическая. В итоге вот эти большие конференции, как CES, Central Eurasian Studies Society, который состоится в конце июня в Ташкенте, может быть, вы знаете, да? Вы видели? Нет? Они распространяли информацию недавно на сайте CES, CESS пишется, 23 по 26 июня в Ташкенте, это университет международной политики и дипломатии, экономики и дипломатии, УМЭД, университет международной экономики и дипломатии в Ташкенте, там будет большая конференция международная. Там, возможно, будет выступать на английском и на русском языке, если не ошибаюсь. И это будет совместно с ESCAS, это вторая ассоциация европейская, European Society for Central Asian Studies. Тоже они на сайте рекламировали это большое мероприятие. Я думаю, если вам получится съездить в Ташкент, принимать участие на этой конференции, я уверен, что это поможет вам публиковаться на английском языке. Вот то, что я имею в виду.
Плюс насчет Scopus, как наш коллега доктор Каниметов упомянул, Web of Science и Scopus – это очень важные базы данных. В ИФИАКе мы в прошлом году организовали вебинар на русском языке с хорошим коллегой Абель Полезе, у которого есть огромнейший опыт, как публиковаться в этих баз данных и журналах и так далее. Он тоже курирует многочисленные большие проекты на основе значительных грантов. У него есть огромный опыт. Он на русском языке прекрасно объясняет, как даже делать навигацию, как разбираться на самом сайте Scopus. Он все это объясняет. На нашем сайте, на YouTube-канале ИФИАКа есть вот видео, да, фильм, который вы можете смотреть. Он все объясняет. Мы, наверное, вот вам вот передадим эту ссылку, отправим эту ссылку. Если у вас будет время и интерес, посмотрите, и я думаю, это тоже вам поможет. Вот в заключении, что я хотел сказать, еще раз огромное спасибо за данную возможность, и давайте дальше будем сотрудничать. Спасибо. Да, огромное спасибо. Адриан, похлопаем. Да, по-моему, замечательную информацию дал. И как бы то, что регламентирует, и в каком-то смысле свою инсайдеровскую информацию, это очень важно. Вот, если у вас есть вопросы, вот сейчас можно один-два вопроса. Арген. Да, здравствуйте. Спасибо за информацию. У меня такой маленький вопрос относительно этой конференции. Скажите, пожалуйста, эти организации, которые проводят эти конференции, они прямым образом связаны с издательством, с международной базой данных, как Scopus или Web of Science, или они отдельно существуют как область профессиональных сообществ научных, а Scopus, Web of Science и прочие международные базы данных, они отдельно существуют? Или они каким-то образом между собой связаны и координируют свои мероприятия согласно их политике? Да. Спасибо. Это очень важный вопрос. Конечно, сложно ответить, потому что я не владею полной информацией, но то, что я могу сказать, руководство этих ассоциаций ученых часто, то есть члены руководства, они тоже сидят в рамках этих научных комитетов, которые курируют некоторые журналы. Да? То есть вот это такая неформальная связь, я думаю, существует. Потом у них есть все-таки выход к некоторым журналам, потому что есть пути сотрудничества. Например, Central Eurasian Studies Society, CES, пишется CESS на английском, у них есть связь с Central Asian Survey, плюс есть другой журнал, это Central Asian... Сейчас, подождите. Не помню. Второй журнал, я могу потом вам передать информацию, это там, где Марлен, да, работает, помнишь? Central Asian Review, что ли? Ну, короче, имеется в виду, что у них есть такие связи, и они пытаются потом предложить участникам конференции публиковаться там, потому что будут на месте присутствовать люди, которые из этих журналов. И они смотрят панели и думают, вот это интересная тема, тогда попробуем спросить у них, чтобы у нас вот отправили заявку. 100%, я не уверен, что будет публикация, но вот так я отвечу. Так, огромное спасибо. Да, я думаю, мы можем уже перейти к Айкукуль. Я вижу, она смогла подключиться. Айкукуль, слышишь нас, да? Да, слышу. Да, отлично. Позволь мне представить тебя, доктор Айкукуль Арзиева. Это был большой, замечательный путь. Теперь для меня большая честь, что Айкукуль была моей студенткой. Это было лет 10-12 назад в АУЦА.
но я просто с большой радостью, я думаю, для Кыргызстана представляю человека, который сам себя сделал, сам прошел этот путь замечательный. Я знаю, что она очень скромный человек и не скажет, я в 2 словах скажу, она училась в университете Манас. Потом она уехала в Южную Африку, там училась, по-моему, работала или училась, тоже в вузовской системе, в академической. Потом вернулась, поступила в АУЦА, она закончила 2 вуза. Вот в АУЦА как раз она была участником одного из моих классов, семинаров. Потом она уехала в магистратуру в Венгрию. Потом вернулась, работала в АУЦА несколько лет и очень так целеустремленный человек, понимаете, хотела продолжить свой путь академический и пробовала, поступала в разные вузы и поступила в докторантуру Женевского университета, которую успешно 5 лет назад поступила и успешно закончила в прошлом году. В декабре получила доктора PhD с honoris causa, то есть с отличием. Айкокуль, мы тебе аплодируем. И сейчас она на этом не остановилась, уехала по приглашению, то есть по предложению работы, естественно, она постулировала на этот пост в Бутан, вот в эту замечательную страну, у которой есть индекс счастья, вы слышали все, да? И как раз, по-моему, она участвует в увеличении индекса счастья в Бутане. И, как я понимаю, это пилотные проекты, которые, в общем-то, если все получится, то Бутан будет предлагать всему миру. Да? Айкокуль, вам слово. Она очень много работает, я знаю, 20 часов в сутки, по-моему. Вот. Но спасибо, что нашла время. Спасибо твоим кураторам, что разрешили к нам выйти. Айкокуль. Можно 2 слова добавить? Да. С Айкокуль общаемся с семьей, он наш близкий такой родственник. Айкокуль один из самых передовых представителей англоязычного поколения. Айкокуль егіліктерді қалай осы Айкокуль көріп Аймерге салам айтам. Бутандықтар оқшаш бекен қырғыздарға, шо кішіне айтып қанан теге елемешке кірбес бе? Саламатсыздар бе? Чоң рахмат Жамбы Эмилягай, разымын. Мен мүмкін болса қырғызча сөйлесем, анткени мен қырғыз мектепте окуганмын, орусчам жакшы эмес. Бирок ошо көп жылдан бери чет өлкөдө жашап жүрүп, кыргызча көп сүйлөбөй, адабий тил кыргызчамды бир аз жоготуп алдым. Ошо сүйлөшкөнчө балким келет. Кээ бир сөздөрдү орусча колдонсом, анда кечирим сураймын. Аралаштырып ошо сүйлөп көнүп калдым ушул убакытта. Азыр ошо Эмил агай айтып кеткендей, Бутанда иштеп жатам. Анткени Бутан ушул убакытта өздөрүнүн ыңгайлуу, өздөрүнүн маданиятын, өздөрүнүн тарыхын, өздөрүнүн жашоо шартын эске алган жаңы илимий жана ошондой эле образовательный проект иштеп чыгып атышат. Бул билим тармагы бул жердеги королевство тарабынан колдоо көрсөткөндүгү үчүн буларда ошо финансы жагынан жакшы эле колдоо бар экен. Булар финансыны сырттан албагандыгы үчүн өзүнүн түпкү ошо өздөрүнүн ыңгайлуу билим тармагын иштеп чыгууда абдан чоң иштерди жасашыптыр. Мен бул жерге чынын айтсам ойлогом эмеден Женевадан эксперт болуп келдим деп, бирок чынын айтканда бул жерде мен үйрөнүүчү нерселер абдан эле көп экен. Азыр илимий ишкер катары гана эмес, бул жерде тамашалап Жамбыга айтып калам, разнорабочий болуп иштейм деп, ошо жумуш көп чын эле. Анан бул жерде сен муну жасайсың деп айтышпайт, мындай бөлбөйт экен. Көп учурда ар ким колунан эмне келсе, ким бош болсо ошол жумушту жасап, баары бирге ушул чоң долбоорду ишке ашырганга аракет кылып жатышат. Мен ушул тармактамын азыр. Ал эми ошо менин батыш илиминдеги өзүмдүн ушу жолум жөнүндө кыскача айтсам, жана ошондой эле илимий журналдардагы, макалалардагы методологиялык суроолор боюнча
сүйлөсөм, анда абдан мындай жалпы бир канча нерселерди айтып кетким келет. Жалпысынан азыр мен чынын айтсам Бутанга келгенде Эмиль агай айткандай бутандыктар бизге абдан окшош экен. Булар бирок бизге салыштырмалуу булардын туюму, анан булардын өздөрүнө болгон кандай десем самооценкасы бир топ жогору экен. Анткени булар мен башында бир аз көңүл албай жаттым. Булар академиядан келген адамдарга мындай орточо мамиле жасашат экен. Мисалы мен Кыргызстандан бүтүп айылга барсам, бизде абдан эле мына азамат бул жерден бүтүп келди деген мамиле болот. Ал эми бул жерде элдер ишенишет экен, ар бир чындык, илим адамдын өзүнүн ичинде жатат деп. Ал эми сырттан ошо академия батыш менен түзүлгөн академияны бул чындыктын бир балким 2% же 5% деп карашат экен. Ошон үчүн бул эгерде сенин ушундай степениң бар болсо, анда эми өзүң үчүн жасадың да албетте сага балким турмушта жардам берет. Ал эми бирок биз чындыкты башка жерден издейбиз деп ошондой мындай жалпы ушундай мамилеси бар экен. Башында мага бир аз көңүл албай эметип кыйналып жүрдүм, анткени мен чынын айтсам баары бир академияда 10-15 жыл убакыт өткөзгөндөн кийин баары өзүңө бир аз башкача карап баштайт экенсиң да, эми ошо степень алдым, мен билем деген дагы нерселер болот экен. Бул жагынан булар менин кичине эгомду жакшы эле түздөп коюшту. Жакшы эле ушундай тажрыйба болду десем болот. Эми ушул экинчи дагы маанилүү нерсе айткым келет методология боюнча. Бул мен ойлойм кыргыз жалпысынан абдан мындай масштабтуу ойлонот. Анан мен ушул чет элге барып окуганда бул методологиядагы нерселерди бөлүп майдалап окуу мага абдан зор болду. Анткени биз ошо майдалап окуу бир жагынан бир нерсени тереңирээк түшүнгөнгө жардам берет экен. Бирок эгерде ошол нерсени бөлүп салсаң, анда жалпы картинаны көрүү абдан эле зор экен. Бирок ошо мен өзүм антропология тармагында окудум. Анан ушул тармакты методологически бөлүп окуган мага абдан кыйын болду. Кээ бир илимдеги адамдар бул фрагментацияны методологиялык бул тазалоо деп айтышат экен. Башкача айтканда ошо жалпы көз карашты бербеш үчүн, бир нерсенин эле үстүнөн ошо басып тура бериш үчүн ушундай методология иштелип чыккан депчи. Анан методологияны аралаштырып бүт кошуп караганда көп учурда абдан чоң политикалык суроолор чыгат экен. Ал эми ал суроолорду академиядан бир аз алыс туткула бул деген, анда абдан көп орчундуу суроолорду көтөрөт деп обычно ошо бир форматка салып бер. Ошол жагынан мага жазууда бир аз кыйын болду. Анткени мен ошо ойлонууда жок, бул менен бул байланышта десе деп айтчумун. Ал эми мага мугалимдерим айтчу, ооба байланышта, бирок сен бул методология менен иштешиң керек деп. Ошол жагы мен үчүн абдан зор болду десем болот. Андан тышкары эми мен антропология тармагында окуган үчүн албетте антропология бир жагынан ошо башка маданияттардын көз карашын, баалуулуктарын түшүнгөнгө аракет кылат. Бирок ошол эле учурда жана бөлүнгөн методология салган үчүн көп нерсени мындай холистический мындай жалпылап караганга ошо мүмкүнчүлүк кээде болбой калат экен. Анан ошо методология бул абдан чоң политический суроо экенин мен чынын айтсам окуп жүрүп түшүндүм. Анткени мисалы биз бир гана теманы алсак, табият темасын. Бизде табият темасы кыргыздардын түпкү маданияты менен караганда жер эне, тирүү жан деп каралат. Ал эми батыш тили менен караганда бул көбүнчө туруктуу, өнүгүү
концепциясы менен каралат. Ал эми туруктуу өнүгүү концепциясын жарып караганда бул албетте экономикага чоң басым жасайт. Ал эми биздин маданиятта экономикага эмес, башка нерсеге басым жасайт. Ошон үчүн фундаментальный абдан чоң суроолор жаралат экен. Анан бирок ал нерсени кошуп жазуу абдан эле зор экен. Анан ушул жерде ушул макалалар жөнүндө айткым келет. Анткени ар бир теманын үстүндө балким контролировать этип турган десем дагы болот. 4-5, 3-4 чоң методология жана теоретикалык көз караштар жатат. Бул көз караштар көбүнчө дүйнөдөгү эң чоң университеттер тарабынан иштелип чыгат экен. Эгерде ошол макалаларды карасаң, бул көбүнчө Оксфорд университет, Гарвард, Принстон сыяктуу университетте иштеген чоң профессорлор жазат экен дагы. Ал эми калган биз сыяктуу мисалы жөнөкөйрөөк илимде жүргөн адамдар ошол методологияны көп учурда колдонуш керек экен. Анан албетте мен үчүн чынын айтсам ошо Кыргызстандан барып бул профессордун айтканы туура эмес, мен муну менен макул эмесмин деп айтуу абдан зор нерсе болду. Анткени ошо башында ошол нерсе менен абдан кыйналдым десем болот. Анан руководителим менен дагы бир топ суроолор жаралды. Бирок ошо алар менен эсептешүү маанилүү экен. Алар менен дагы эсептешүү, алардын методологиясын абдан жакшы түшүнүү, ал методологиялардын астындагы божомолорду сезип билүү ошол маанилүү экен. Бирок мен дагы бир нерсени байкадым. Биз ушул убакытка чейин, анткени мен ошо акыркы 30 жылда жаңы ушу калыптанып келе жаткан илимдеги адамдардын санына балким кирем десем болот. Мен өзүм Америка университетине барган үчүн, кийин Батышта окуган үчүн мен ошо полностью Батыштын методологиясына сугарылдым десем болот. Бирок мен ошо бир учурда байкадым, биз өзүбүздүн методологияны иштеп чыкпаптырбыз. Биз Батыштын мунусу туура эмес, тигиниси туура эмес деп айтканда менимче айтабыз. Аны мындай түшүнөбүз жалпысынан. Бирок мен ойлойм ушуга чейин биз өзүбүздүн макул Батыштыкы бизге туура келбейт, анда биздики кандай болуш керек? Батыштан биз эмнени ала алабыз? Кандай максатта колдоно алабыз? Биздин ушуга чейин биз мисалы өзүбүздүн тарыхыбыз жөнүндө, маданиятыбыз жөнүндө абдан көп сүйлөйбүз, бирок бир системага сала элек экенбиз. Мисалы ушунча жылдан бери топтолгон билимдин бизге азыркы Кыргызстандагы суроолорду түшүнүүгө кандай жардамы боло алат? Кандай ушул концепцияларды тереңдеткенге жардам бере алат деген нерсеге келгенде мен абдан кыйналдым. Анткени мындай методология почти жокко эс экен. Анан мен руководителим мени бир топ мындай эметип атты, калыпка салып атты. Ооба сен биздикин жактырбайсың, бирок силердики кандай анда, силердики кандай деп. Анан бизде моундай карайт, бизде тигиндей карайт десем, ооба, балким кыргыздар мурун мисалы табият темасына келсек, гармонияда жашаган, бирок силерде бүгүн абдан орчундуу чоң суроолор бар, же дагы эле гармонияда жашайсыңарбы деп ушундай дагы абдан курч суроолор суралып жатты. Ошол убакытта анан байкадым, эки методологияны баары аралаштырып карабасаң болбойт экен. Бул абдан чоң суроо экен. Мен үчүн бир гана башталыш болду десем болот. Бул суроонун аягына чыккан жокмун. Ошондон дагы улам Бутанга келдим. Анткени Бутан ошо практика жүзүндө өздөрүнө ылайыктуу жаңы методологияларды иштеп чыгып атышыптыр. Ошол мындай жалпысынан айтканда ушул нерселер жөнүндө бир аз айта кетейин деп ойлодум. Ал эми ушул эгерде кайра ошо илимий журналдар темасына келсек, эгерде максат ошо илимий журналда публикация болуу болсо, анда албетте алардын методологиясын, алардын теорияларын колдонуш шарт экен. Бул эрежелер жазылган эмес, бирок ошо академияда жүргөн ар бир адам аны билет. Же сен статья жибересиң, алар сага кабыл алынган жок деп жазышат.
же абдан көп комментарий берет. Анан ошо комментарийлерди эске алганда анда өзүң жазган ишиң такыр башка бир ишке айланып калат экен. Ошондон улам мен ойлойм, биз сыяктуу жаш илимдеги адамдар үчүн ушу өзүбүз дагы иштеп чыккан жаңы макалалар болсо, анан ошо жалаң эле чет элдик стандарттарды карап жата бербей, өзүбүз дагы ошо өзүбүз окуй турган, өзүбүз да баа бере турган ошо жаңы индикаторлорду иштеп чыксак жакшы болот беле деген дагы ошо ниетим бар келечекте буюрса. Эми көп сүйлөбөйүн, эгер балким суроолоруңуздар болсо, балким кичине ачыктап кетем жер нерселерди. Рахмат. Пожалуйста, вопросы, суроолор болсо жакшы болот эле. Сиз докторский зачетта кылып атканда Женевадан бизден талап кылгандай сизден да талап кылыштыбы, что статьяңызды Скопска, макалаңызды келген журналга чыгар же Web of Science деп. Же андай болбойт бекен ал жакта? Бизде антропологияда дагы ошо сиз айтып кеткендей өзүбүздүн ошо чоң журналдар бар. Current Anthropology, Critical Anthropology, Annual Anthropological Association деген сыяктуу абдан чоң журналдар бар. Биздин менин руководителим абдан эле кандай десем ушундай реалистичный, прагматичный адам. Ал мен ошо докторантурага тапшырганда мынтип айткан: Айкөкүл, добро пожаловать в бизнес-академию. Анан сен өлкөңдөн келген адамдар академия аркылуу бир гана өзүнүн эмес, бирок өлкөсүнүн проблемасын чечкенге аракет кылышат. Бирок бул жерде биз проблема чечпейбиз, бул жерде биз түшүнгөнгө аракет кылабыз. Анан балким ушул докторантуранын аягында сен өзүңдүн проблемаңды чече аласың. Это значит, Европада балким бир жерде жумушта иштеп, компьютердин маңдайында с бокалом вина и с куском сыра деп тамашалачы. Анан ачык эле айтчы, азыркы учурда тилекке каршы академия бизнеске аралашып, ушу орчундуу темалар изилденбей калды деп. Ошондон улам балким ошо өзүңө маанилүү бир теманы изилдеп жатасың, бирок макала чыкпай калышы дагы ыктымал. Балким сен жазган нерсе жөн эле библиотекада ошо басылып жатып калат. Бул ушу азыркы күндөгү академияга дагы чындык деп. Бирок кийинчерээк албетте менин руководителим айтты, эгерде сен академияда калгың келсе, анда публикация бул абдан маанилүү. Анткени Европага жумушка кирем десең, анда обязательно жок дегенде абдан чоң журналдарда 2 макалаң болуш керек, анан бир китеп чыгарышың керек деп. Эгерде академияда калуу максатың жок болсо, анда албетте өзүң билесиң деп айтты. Бирок академияда калуунун шарты ошол чоң журналдарда публикация болуу бул шарт экен. Рахмат. Айкөкүл, время есть еще, да? Вактың барбы? 5 минут. Да. Давайте, пожалуйста, еще есть вопросы? Да. Айкөкүл, бүгүн биздин ушундай кичинекей тегерек столго катышып, өзүңүздүн оюңузду бөлүшүп атканыңыз үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Кыргызстандын атын ошол жакта чыгарып, илимий эмгектер менен аракеттенип атканыңызга биз дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз да. Менде мындай суроо бар. Азыр бул жерде жогору жактагылар да айтты, сиз да айтып атасыз. Журналдарды чыгарууда эң башкы нерсе бул методологиялык база деп. Эми сиз өзүңүздүн макалаларыңызды чыгарууда батыштын илиминдеги кайсы методологиялык негизди, багытты көбүрөөк пайдаландыңыз?
Себебі ушуну биздин мына жерде отурган илимий кызматкерлерге, доктор науктар, профессорлор жана башкалар отурат. Конкреттештирип берсеңизде ушулар дагы чыгарат. Кайсы методологиялык? Конкретно. Көп методологиялык багыттар бар батышта. Ошону айтып берип койсоңуз, рахмат. Сурооңуз үчүн чоң рахмат, агай. Мен колман келишинче бул суроого жооп бергенге аракет кылайын. Анткени мисалы антропологияны алсак, антропологияда эң эле аз дегенде бир 50дөн ашык тармакка бөлүп салышкан. Мисалы антропология развития, бул антропология ценностьтан башка тема, антропология ценность, антропология моральдан башка тема, антропология экология, антропология экономикадан башка. Башкача айтканда ар бир теманы ушинтип бөлүп жарып алган. Менин дипломдук темам бул нормативные последствия западного развития, конфликт ценностей в Кыргызстане деген теманы алгам. Кыргызстандагы баалуулуктардын кагылышы деген. Бул жерде ошондо мен мисалы антропология азыр айтып атпайм, ар бир тармак бөлүнүп калган депчи. Нормативный последствия дегенде анда мен бир өзүнчө этика жана мораль деген теманы карап чыгышым керек. Развитие деген development бул өзүнчө бир тема. Анан конфликт ценностей, ценность тармагын караганда бул такыр башка литератураны окуйсуң. Анан ар бир ушул 3 мисалы тармакты алганда 3 тармактын тең өзүнүн мындайча айтканда звезда ученыйлары бар. Башкача айтканда ошол бардык ученыйлар тааныган, бардык ученыйлар окуган. Анан албетте ошолорду дагы окуп, алардын ушу жазылган илимий иштеринде таазычылык билгизип, андан ары өз ишиңди жасайсың. Мисалы мен ошол развитие темасын окуп атканда батышта ушул бир 50 жылдан бери тема развития 70 жылдан бери боюнча бул полярный көз караш менен каралат экен. Развитие темасын алганда бул батыш жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөр деген ошо түшүнүк абдан мындай жакшы отурукташтырыптыр. Анан экөөнүн мамилесин ар дайым через power, ушу күч аркылуу, күч мамилелер аркылуу каралыптыр. Башкача айтканда булар ушул өлкөлөрдү колониялаштырып алган, башкача айтканда булардын ресурстарын, элдерин чоң эксплуатация кылган, булардын элдери ушундай чоң жертва деген ушул эме, стигма ушунчалык катуу отурукташыптыр. Анын сыртына чыгыш абдан эле оор экен. Анан акыркы 20 жылда жаңы ошо риторика чыгыптыр. Булар айтып атышат азыр, жок, чынында өнүгүп келе жаткан өлкөдөгү адамдар булар жертва эмес, булардын дагы өзүнүн көз карашы бар. Булар дагы азыр ошо биз эле өнүгүп келе жаткан, биз сыяктуу экономикалык развитияны каалашат, биздин баалуулуктар буларга дагы жагат. Анткени булар ошол чоң неправительственный организацияларда иштеп, биз сыяктуу эле чет өлкөлөрдө эс алып, чет өлкөлөрдүн кийимдерин алып жүрүшөт. Демек, мурункудай колония болгондугу үчүн эмес, булардын дагы азыр өзүнүн ушундай бул нерседе кызыкчылыгы бар деген экинчи ушундай чоң риторика бар экен. Мен ошол жерде айтып атам, сиздер туура айтып атасыздар, биз колония болгондон ошо бир топ жыл өттү, акыркы 30 жылдан бери башка моделде жашап жатабыз. Бирок ошол аргументти жасоодо бир гана неправительственный организацияда иштеген адамдардын ою менен эсептешүү эмес, башка адамдардын да оюн эске алайлы деп. Анткени Кыргызстанда бардык эле адамдар неправительственный организацияда иштебейт. Анан баары окшош эмес. Кыргызстандын калкы дагы Европанын калкы сыяктуу эле абдан эле ар түрдүү. Анан ойлору дагы ар кандай деп. Анан ушул методологияны колдонуу менен ар кай алып келүүдө ошол нормативдүү
ушул последствиясы жөнүндө сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк болду. Бирок ошол эме көбүнчө айтып атышты, эми азыр сен биз тема развитияны сүйлөгөндө көп учурда ошо ООН сыяктуу международный организациялардын гана адамдарын карайбыз депчи. Анан ошол эле даже методологияны бөлүп, жок башка адамдар дагы бар да, эгерде чындап алардын оюн уккусу келсе, чын эле ачык методологияны алардын да оюн угайлы да деген нерсе үчүн эле мага чынын айтсам 5 жыл убакыт керек болду. Ошон үчүн бул абдан мындай политикалык нерсе экен. Анан ошол адамдардын көз карашындагы ошо жазууда кимдин көз карашын колдонуп, мисалы батыштан белгилүү адамдардын көз карашын колдонуп интерпретация кылыш керек экен. Бирок ошо менин учурумда мен айтып аттым, жок мен буларды окудум, булардын ишине ыраазычылык айттым, бирок эми адамдардын көз карашын өзүнчө карап көрөлү. Булар чынында эмнени айтып атат, булар эмнени жеткизгенге аракет кылып атат. Анан ошол булардын ою методологияны кайра бир сыйра карапчылыгга кандай салымы бар деген суроолор менен бүттү да, мындайча айтканда. Тазалайсызбы, аябай жөнөкөй нерсе, бирок чынына келгенде, жаза келгенде абдан чоң мындай орчундуу суроолор болду. Билбейм, агай сурооңузга жооп бердимби, бирок мен ошо өзүмдүн темамдын алкагында бир аз жооп бергенге аракет кылдым. Рахмат. Чоң рахмат, Айпопуль. Оставайся с нами, если у тебя есть время. Да? Сейчас позвольте передать слово еще одному нашему гостю дорогому, очень дорогому, потому что тоже он работает давно по проблематике Центральной Азии, Гзавье Алес, доктор Гзавье Алес, он историк. Вот, и, соответственно, по Кыргызстану тоже. И, насколько я знаю, он тоже интересуется культурной историей Кыргызстана вот в разных аспектах. Если он захочет, сам об этом скажет. Вот. И, по-моему, у него тоже есть моменты критического взгляда, критического рассмотрения вот нашей проблематики. Гзавье, вам слово. Дорогие коллеги, я очень благодарен институту, что нас пригласили сегодня на этой круглый стол, чтобы говорить вот по такой тематике. Конечно, это очень важно, это касается нас все ученых. Конечно, мы, как из Франции, у нас вопрос чуть-чуть по-другому, вот, конечно, переносится, потому что у нас нет вот таких постановлений, как у вас здесь есть в Кыргызстане, как, в принципе, есть тоже в Казахстане или в России. И здесь, извините, все участники вот очень интересно вот рассматривали вот этот вопрос, разные вот облики. Я просто вот хочу добавить и какие-то моменты, и отчасти вот свой опыт и свой взгляд вот на этот, ну, как вот говорил Айкул и тоже вот доктор Эмиль Ганиметов, отчасти вот этот журнал, вот Scopus, есть многие, которые, конечно, это стали как бизнес, значит, что когда уже в науке нужно платить, чтобы опубликовать, это уже что-то там ненормально, не должно быть так. В принципе, это как ученые, мы все работаем, и что платить, чтобы еще опубликовать, это вообще не должен быть в этом плане. Конечно, что в том, что сейчас вот есть очень многие, вот, которые хотят опубликовать эти известные журналы, и, в принципе, отчасти вот этот весь систем вирус из этого требования. Потому что, в принципе, конечно, есть определенное количество статей, которые можно ходить в каждый журнал, в каждый год. И здесь надо, я считаю, надо быть очень осторожно и не считать, что, в принципе, потому что журнал, он входит в Scopus, что он лучше других, которые, может быть, те, которые не входят. И здесь именно вот по своему опыте, и как, в принципе, я стараюсь
опубликовать. Это в те журналы, которые я считаю, который будет интересный, который вот именно вот вопросы, которые касаются вот эти статьи, они там именно хорошо будет потом прочитаны. Значит, что, в принципе, академия в общем в мире по разным специальностям. Ну, здесь вот потом, вот это мой критический, но я понимаю, что здесь есть такое постановление, и что по-другому тоже невозможно. И, конечно, я постараюсь тоже вот, ну, разделить с вами вот какие-то элементы. Я сам тоже опубликовал, конечно, много статей, и я тоже участвую в редколлегии журнала, один, который, в принципе, входит в Scopus тоже. И, ну, постараюсь вам, может быть, дать какие-то советы. Здесь вот тоже вот Адриан Фов, он тоже много рассказывал, и, в принципе, очень важные элементы. Я просто постараюсь еще добавить чуть-чуть к этому. Ну, сказал, что вот конференции и что встречи вот с другими исследователями, это я тоже считаю, что это самое важное. Очень часто и с другими исследователями. Ну, в академии, в общем, и что во время конференции это момент, когда можно именно вот встречаться, не только вот считать свой paper, но тоже после вот эти все конференции, ну, во время конференции, но после вот этих собраний встретиться и поговорить в неформальном обстановке. Конечно, в связи с пандемией вот, это было невозможно, и я думаю, что мы все страдали от этого. И это, в принципе, очень важно, потому что в этот момент, когда можно обнимать размышления, и тоже больше, чем вот на конференции самом, ну, когда вне конференции можно тоже по методологию, тоже под какие-то вопросы, которые, может быть, не были совсем там точно, можно вот получше вот понимать, как строить свой подход. И тоже, что хорошо в эти конференции, что, в принципе, можно встретиться с исследователями из всего мира. И здесь тоже, как говорила Айкокул Арзиева, это тоже вот есть всегда эта опасность, когда есть только один вариант, Scopus, и там у них рамки, и что потом это, в принципе, в какой-то степени не обогащает науку, а наоборот, потому что только один подход, один вид. А когда, если вы сможете вот, встретиться с разными исследователями из Японии, из Америки, из Европы, из Африки, из Азии, тогда вот расширяется вот, ваш кругозор. И очень часто это после конференции, что есть даже предложение публиковать. И здесь особенно интересно, есть вот, конечно, эти большие конференции, как вот будет в Ташкенте в июне, CVSS и SCAS. Там тематики, они очень широкие. Там, значит, что тематика не одна, это просто здесь как были региональные. Это все люди, которые занимаются Центральной Азией, допустим. В эти конференции, конечно, бывают какие-то пейперы, которые потом журнал могут выбирать, потому что они говорят, что очень интересны. Но здесь вот как special issues, специальный выпуск журнала, ну, редко бывает. Но есть тоже вот такие конференции, которые поменьше. И вот что интересно в этом, что там, в принципе, есть тематика, которая определена, и можно вот подавать заявку и участвовать в этой конференции. Извините. И вот если вот ваше участие, она замечается, тогда очень часто бывает, что после вот этой конференции организаторы, они хотят опубликовать. И я, в принципе, вот один из публикаций, который был, когда здесь была организована конференция по поводу 2016 года, ИФИАК, АУЦА, мы опубликовали вот, ну,
там какие-то организаторы опубликовали разные коллективные работы. И один из, который сейчас был опубликован в прошлом году в Манчестер на английском. И вот и есть те, которые участвовали вот на этой конференции, которые могли попасть. И в этом плане очень интересно, что, ну, как можно вот попасть на эти конференции, надо посмотреть заявки. И здесь есть разные методы, но в принципе есть многие мейлинг-листы. Значит, что если вы там записывали вот эти мейлинг-листы, вы получаете эти заявки, и потом вы можете ответить. И это, в принципе, я думаю, что очень такой подход, что и потом можно будет опубликовать. И даже если, в принципе, заявок не принимается, ну, бывает как на конференции, все равно вы даете знать, что вы есть, на какие темы есть, и это может потом давать какие-то последствия. Значит, что люди, они все равно сохраняются в голове, что есть вот такие темы, и что можно вот пригласить. Я знаю, что в принципе, я так обычно я встречу вот с разными учеными, и когда они, или даже докторант, или мастерант, они аспиранты, когда они по свою тему, я всегда останусь в голове. Если есть какие-то другие люди, которые работают, я сразу вот стараюсь связаться между ними, сделать связь между ними. Здесь вот, что я хотел, вот тоже, чтобы я опубликоваться, что очень важно, это иметь оригинальный материал. И здесь, конечно, в Центральной Азии такой регион, он, в принципе, не так известен по всему миру. И есть довольно большой интерес. И очень много материалов, которые оригинальны, которые нигде не были изучены. И в этом плане, чтобы опубликовать, часто вот это очень важно, что вот этот материал, который никто не подработал, или полевые исследования, которые вели, и этот материал, который, в принципе, это никто еще не смог работать над ними. И чтобы там не слишком задержаться, я тоже вот хочу говорить по одному, тоже, который не статьи, которые можно писать, это рецензии на книги. И у нас это, в принципе, в каждых там эти журнал Scopus обычно есть такой раздел по поводу вот эти рецензии книги, которые только что вышли. Это тоже считается научной как статья, публикация. И здесь, в принципе, гораздо легче опубликовать в таком виде. Значит, что если вот есть такую книгу как по вашу тему, которые были опубликованы, можете там прочитать его и сделать рецензии и на него, что ссылаться на ваши вот какие там другие там книги, которые по эту тему, и сказать вот, что там есть внутри, и какие критики, или что можно добавить, и комментировать. И в этом плане это очень интересная работа для самого ученого. Я очень часто пишу вот такие рецензии, и это дает возможность публиковаться. И, в принципе, эти рецензии, они в журнале очень часто принимают довольно быстро и хорошо. И это тоже одно из вариантов, чтобы тоже люди, ну, как из вот академии начинали знать про вас. Потому что, конечно, когда и тоже автор, там можно потом тоже связаться с ним. Потому что, как сказал Адриан Фо, вот есть, конечно, качество вот ученого, но связи, network, это тоже очень важно. Потому что надо, чтобы люди знали, на какие темы вы работаете, как вы работаете. И больше встречи, больше возможностей вот, передать, вот, кто вы. Это дает больше возможностей потом, что бывает, что сами журнал, когда они специальный выпуск, довольно часто бывает, они сами будут вам попросить опубликоваться. У меня часто так и бывает. И потом, вот, есть в этот вариант, или просто подать заявки, когда вы получаете. И здесь я тоже вот, как доктор Эмиль Каниметов,
сказал по поводу журнала «Скопус», что в Киргизстане. Я тоже считаю, что это будет очень важный момент, когда здесь в Киргизстан или Казахстан по именно вот социальных наук будет журнал, который тоже будет читаться и будет и что там исследователи и вне Центральной Азии будут тоже прочитать. Но для этого, конечно, нужно поработать очень сильно именно вот на статье. И здесь очень важно, что, как сказал тоже Адриан Фов, что дать почитать ваши статьи разными людьми, что они могли делать заметки, комментарии. И думать, что вот я сам буду писать статья и отправлять, это просто невозможно. Я всегда вот даю, они многие заметки там делают, потом я перерабатываю, перепишу многие, и так вот статья потом качественной станется. И, конечно, здесь тоже вот есть вопрос перевод. Здесь это тоже важный момент. И, ну, что хорошо, когда есть такая возможность иметь переводчик, который именно вот специалист по тематику, вот, что по философию, по историю, который знает вот именно как на английском в основном можно хорошо писать. И нужно вот именно профессионал. И конечно, вот человек, который англоязычный. Вот. Ну, вот какие-то разные вот заметки. Спасибо. Да, 8 минут на вопросы-ответы любому из докладчиков. Да. Спасибо за информацию. Вот. Я хотел задать вопрос. Имеются ли во Франции нормативно-правовые акты, вот, регулирующие научной деятельности ученого? То есть, если ты хочешь стать доктором или кандидатом наук, ты свои статьи и прочие должен публиковать в ведущих глобальных журналах. Есть такая установка во Франции? Нет, у нас нет. Чтобы защитить это, просто это есть какие-то семинары, но в основном это диссертация. И потом диссертацию вот все члены жюри прочитают, говорят, что она закончена, как она ценится, и тогда есть защита. А вообще никакого обязательства публиковать до защиты. И даже потом по-разному, но бывает даже те случаи, когда наоборот говорят, что лучше не опубликовать до защиты, потому что это как новый материал, и что сначала вот защита, и потом можно опубликовать. Спасибо. Второй вопрос. Я получил хорошую информацию, что можно написать рецензии по учебникам, по монографиям и отправить в глобальный журнал, да? Ну, типа Science, Scopus. И вот эти рецензии можно рассматривать как научные публикации. Можно, да? Отправить рецензии. Ну да, можно отправить рецензии, конечно. Можно даже, вот что интересно, что в принципе можно даже самим к издательству говорить, что вот я хочу записать рецензию на книгу и получить эту книгу или в электронном варианте, или там в настоящем варианте бесплатно, тоже интересно. И потом отправить вот эту рецензию, и потом журнал по-разному. Бывает рецензии маленькие, ну, допустим, в нашем журнале, где я член редколлегии, называется Connex, это вот журнал Университета Женева и Университета Брюссель. И у нас обычно вот это где 10 тысяч знаков. Вот. Примерно, ну, значит, 3 страницы. Но потом бывает, можно побольше, можно поменьше.
зависимо от вашего, ну, что вы хотите сказать. Но это считается, да, как научная статья, потому что вы не только говорите о том, что есть в этом книге, но тоже вот вы добавляете ваши комментарии. И, в принципе, я думаю, тоже вот, особенно вот для, ну, для аспирантов, докторантов, это такой там, как опыт очень интересный, как размышлять, потому что это интересно, что можно читать эту книгу, хорошо читать, и потом еще понимать, как она устроена, и добавить свои там размышления, комментарии. Последний вопрос. Вот объем рецензии. Вот у нас есть установка для публикации. Не менее 7, не менее 8 страниц. Статьи. Да. Статьи. Статья, да. А есть установка? Ну, Установка, то есть сколько страниц рецензии? ну, это зависит от журнала. Как я сказал, у нас обычно мы до 10 тысяч знаков, значит, примерно 3-4 страницы мы принимаем. Потом бывает какие там журналы, где они поменьше, те, которые побольше. Ну, это, конечно, это просто зависит от журнала. Потом надо посмотреть тоже, потому что есть вот такие тоже публикации более обширные, как Central Eurasian Reader, где они тоже опубликуют рецензию тоже на книги. Но надо потом посмотреть, вот именно вот по философии, я не знал так особо вот в эти журналы, но всегда есть такие рецензии. Конечно, обычно рецензии, они редко превышают вот 3-4 страницы. Обычно, вот, да. Но, в принципе, если есть тоже вот такой возможности, в принципе, что не только одной книги вот рецензии, но если есть разные книги, которые были выпущены, как там 2-3 года, можно все совместить. Значит, сравнить, вот как разные авторы вот, сделали свои замечания по эту тематику. И тогда можно, конечно, может быть, побольше вот взять. Ну, по-разному бывает. Спасибо, дорогие ученые, за информацию. У меня вопрос, Адриан Фоу. Я поняла, вы здесь где-то 1,5 года здесь, да? С чем занимаетесь? Если исследуете что-то, публиковали какие-то статьи, где можем познакомиться с этим? Спасибо за выраженный интерес к моим работам. Если честно, моя задача здесь состоится в том, чтобы, как сказать, создать условия для молодых специалистов и более опытных ученых сами, чтобы они сами работали. Потому что я здесь, в институте французского, Французский институт исследований Центральной Азии, моя задача – это не публиковаться, а помочь, поддерживать вот, другим людям, чтобы они публиковались. Вот в чем. Вопрос так и был, по-моему. Да. Где мы, если можем ли мы с вами сотрудничать, Да. и у вас что-то, допустим, кто-то наши коллеги, да, правильно, публиковать? Да. Сейчас. Да. Я то же самое, созвучно вопросам коллеги, хотел бы сказать или задать вопрос. Вот ваш французский институт научных исследований Центральной Азии, можем ли мы, вот кыргызские авторы, в том числе сидящие здесь ученые, среди них вот, Баястрал и многие очень интересные, которые пишут на кыргызском языке, они написали о себе, вот, о происходящих процессах духовных и других процессах Кыргыз в Центральной Азии, подготовили научные статьи и опубликовали вот под вашим, как в рамках сотрудничества даже в Международной философии, вашим какой-то сборник или монографии очень толковых, талантливых статей перевели на французский, потом опубликовали дальше. Возможно ли такой проект? Могу ответить следующее. Мы в институте вместе с доктором Ксавье Лез, мы не обладаем компетенцией, чтобы
работать над текстами, которые написаны на кыргызском языке, к сожалению. Я прошу прощения. Но, дорогие коллеги, есть возможность публиковаться на русском языке или на английском языке, или даже, может быть, на французском языке на нашем сайте. Это без проблем. Так что, однако, у нас есть некоторые проекты, которые заключаются в том, что мы работаем над переводом с, допустим, английского, французского или русского языка на кыргызский, чтобы работы, которые поддерживаются нашим институтом, были доступны на кыргызском языке. Это да. Просто мы вместе с Кзавье Алес не обладаем компетентностью, чтобы прочитать и просить какие-то корректиры вот на кыргызском языке. Ну, немножко можно корректировать. Вот происходят очень интересные процессы именно в Кыргызстане. Здесь как бы точка пересечения очень много цивилизаций, рас, китайских, персидских, русских, а потом самых монгол, алтайских и наших. Вот что происходит, миру неизвестно, непонятно. Вот сами люди, здесь местные авторы, если бы опубликовали свои труды, отредактировали, откорректировали вот под Институтом философии, под вашим. Мы создали монографию, даже не обязательно опубликовать бумажный вариант. Ну, на русском, да. На русском, ну, сначала для начала на русском мы подготовили монографию, сборник, а потом при содействии вашим институтам мы опубликуем электронную версию, как бы Институт философии, ваш французский институт, а потом уже дальше распространять. И самых интересных, там, если потом найдем средства перевести на французский, на английский, возможно ли реализовать такой проект, есть ли возможность вот, при содействии вашем? Я думаю, мы можем вот обсудить в дальнейшем такие проекты. Да, я вот свяжусь с нашим научным советом, и тогда давайте можем еще устроить встречу, более конкретно рассматривать план, тему и так далее. И это есть возможность. Да. Рассмотреть. Да, рассмотреть. Да, конечно. Конечно. И организуем встречу. Да. Специально, пусть сначала. Да, вы можете отправить и можете посмотреть, что там опубликовано на нашем сайте, чтобы вот то есть ознакомиться, и вы можете вот подумать, почувствовать, как это вот сходит с вашими научными интересами тоже. Адриана, может быть, вы озвучите вот 3 Да, философы же тоже широко работают. да, пока у нас 3 основных направления, это не значит, что других вообще объектов изучения нету, да, но они основные пока. Это все виды наследия, это материальное, нематериальное, природное наследие. Второе – это то, что мы называем циркуляциями, это все, что передвигается в нашем мире. Это идеи, это предметы, это вот люди, конечно. И третье направление – это цифровые аспекты научной деятельности, и в том числе и все, что цифровое в нашей жизни, как смартфоны влияют на нашу жизнь, как Zoom нам позволяет работать с коллегами, которые в Бутане и так далее. Вот. Цифровизация рукописей, вот эти все вопросы. То есть это все виды наследия, циркуляции и, как можно сказать, да, цифровых, да, цифровизация, научная деятельность. Да, вот. Если у вас есть интерес к этим темам, пожалуйста, обращайтесь, но я настаиваю, конечно, в других областях есть тоже наши специалисты, наши коллеги, которые работают в других сферах. Это не исключительно, но это приоритетно, я бы так сказал. А сколько человек здесь работает? Нас 5. Вот, это наш рабочий состав. Кзавье Алес, я, есть исполнительный секретарь Айназик Жолдошева,
она из Аша. Есть административный помощник Толкун Кедекова, она из Исикуля. И Диана Скиба, научный секретарь, она сама из Бишкека. Плюс есть 6-й человек, это аспирант Макбуле Нур Аян. Она сейчас пишет диссертацию во Франции, в Париже, в Школе высших социальных наук. И она очень связана с нами. То есть ее стипендия на 3 года, которая была выдана Французской академией наук, называется ЦНРС, она под эгидой нашего института. Вот. И она изучает наследие Ахмета Ясауи. Вы знаете, вот это, да, суфийское движение, и как сама фигура Ясауи, она используется сегодня в современной политике в Казахстане и в Турции. Вот. Это ее тема диссертации, которая, видите, касается наследия. Про нашего Манаса. У нас есть очень близкий исследователь Аташе, доктор антропологических наук, который защитился несколько лет назад во Франции, Жюлен Бруле, который сейчас готовит монографию, она скоро выйдет в мир. К сожалению, прошу прощения, она на французском будет. По поводу эпоса Манаса, он рассматривал разные аспекты манасологии, он рассматривал, как сама фигура Манаса тоже является предметом в соседних странах. Это у кыргызов, которые в Китае, которые даже на Ваханской долине, да, на севере Афганистана, и вот в том числе и, конечно, в Кыргызстане. Плюс он тоже изучал, как объект Манас стал важным для признания Кыргызстана на уровне ООН. Это через ЮНЕСКО. Вот тоже вот это рассматривал. То есть переводы эпоса или книг на разные языки и так далее. Да, у меня такой даже не вопрос, можно сказать даже вопрос. Вы сказали, что во Франции при защите диссертации не обязательно публиковаться в Scopus или Web of Science, да? И мне кажется, здесь есть такой момент, что вы, как сказали, вы наследники Бурдио, Карла Поппера или других философов, которые мы знаем, да? Мне кажется, что культура публикации статьи – это продукт, это результат европейской цивилизации, европейской культуры, и наука там делается не на уровне обязательства, а на уровне свободного творчества. Да? И европейские ученые, в принципе, не задумываются о том, где его труд будет публиковаться. Для него важнее именно сам текст, сам содержание этого текста. Да? А для нас, мне кажется, организационный момент и проблема с публикацией – это в первую очередь, потому что мы должны корректировать свои статьи, свои взгляды, куда мы подаем. И отсюда, мне кажется, такое фундаментальное различие между европейским пониманием публикации и нашим пониманием публикации. Да? Вот Эмиль Агай говорит о том, что Казахстан, Узбекистан, они выливают огромное количество денег для того, чтобы искусственно подогнать свои журналы к Web of Science или Scopus. Но это не историческое и не такой качественный сдвиг. Да? И то, что у нас нет журналов, мне кажется, это не какое-то, что мы отстало, это просто, наверное, объективный процесс, который так оно и должно быть, мне кажется. Да? И то, что вы говорите, что там нету, не обязательно должно быть публикация в Web of Science или Scopus, а у нас должно быть, то это говорит, что в Академии наук и диссертация, где у нас защищается, у нас нет доверия к этим диссертационным советам, поскольку они могут просто коррумпированным образом выдавать эти корочки кандидата наук или доктора. Да? То есть доверие институту, академическому институту, научному институту
у нас доверено к такому институту, как социальный рейтинг, либо журналы. Да? А журналы не просто журналы кыргызстанские, а журналы, которые индексируются в Web Science или Scopus. То есть мы удостовериваемся в качестве наших публикаций именно тем, что мы публикуемся на Западе. Да? А внутреннего доверия в том, что вот если человек защитился, мы сомневаемся в его качестве, потому что он просто может его купить. Да? И мне кажется, здесь есть такое различие, и здесь немаловажную роль играет именно доверие как социальный и элемент коррупции. Да? Ну и, конечно же, это культурные различия между европейской культурой и нашим, которая является немного другим, нежели европейская. Да? И мы пытаемся все-таки подтягивать нашу культуру как европейская, да? но не знаю. Хорошо. Да. Я все-таки думаю, что с одной стороны вы совершенно правы, с другой стороны Запад, он бывает различным. Там в Европе идут такие больные споры по этому поводу. Есть какие-то страны, где есть обязательства, есть давление очень сильно публиковаться вот по этим скопусским стандартам и так далее. То есть, может быть, искренне хочу сказать, что доктор Гзави Алез и я, мы занимаем такую более критическую позицию. Оказывается, мы вместе работаем, у нас схожие есть мысли по этому поводу. И мы здесь, то, что мы вам сказали, это одна позиция, а есть другая в области естественных наук, где это абсолютно так надо. Без Scopus и Web of Science не обойдешься. То есть, а мы здесь представители общественных, социальных наук и очень критически относимся. Так что все-таки там, на так называемом Западе, там в Европе есть такие люди, которые бы, как сказать, думали, что то, что мы сегодня говорим, это вообще скандально. Видите? Так что это очень сложный вопрос. Я думаю, он философский на самом деле. Да. Так что я с вами согласен. Можно я скажу? Да, я просто хотел добавить, вот, что по поводу вот, доверия и тоже том, что как развивать науки именно вот в Кыргызстане, в общем, в Центральной Азии. И, в принципе, я совсем согласен с вами, потому что это очень важно. И, в принципе, что опубликовать на Западе, это не то, что нужно обязательно. Но проблема в том, что да, здесь, в Кыргызстане не так хорошо знаю, как в Казахстане, но такие журналы, которые имеют вот именно доверие, что люди могут знать, что вот если там статья опубликована, значит, что он по качеству очень хороший, что там можно все проверено. В этом плане я думаю, что это может быть важнее, чем иметь журнал, который входит в Scopus, но иметь журнал, который, в принципе, все научные круги будут читать, что он хороший, он качественный, и что не только здесь в Центральной Азии будут читать, но по всему миру, потому что считают, что вот он по качеству, там есть такие статьи, которые они были проверены там, и в этом плане вот как peer review. И я знаю, допустим, что я являюсь членом редколлегии 2 журналов в Казахстане, они даже не сказали. Я просто видел потом, что в редколлегии, что я там как мое имя. И там это просто формально. И если так, конечно, относиться вот к науку, это просто невозможно. И нужно, может быть, не только вот, что был киргизский или там казахский, или там казахстанский, или там узбекский там журнал, может быть, центральноазиатский журнал, но просто, что люди из науки, ученые,
сами брали в себе руки и издавали этот журнал. Сейчас можно даже просто, как цифровой вариант, в электронный вариант, там по интернету. Не обязательно, что он был в бумаге. И чтобы в финансовом плане это может быть не так тяжело. Но здесь важно, конечно, что там набирать вот этот коллеги, что люди по-настоящему участвовали вот в этот процесс. И что там были peer review, значит, что там по-настоящему выбирали эти статьи, там сделали там комментарии, заметки, коррективы, и чтобы по качеству там было достаточно. Да. Я просто добавлю, я думаю, видите, вот Адриан тоже сказал, это очень нам понятно, то есть ситуация в естественных науках, точных, естественно, она требует, да, это описание материального мира и так далее, и всегда это было и у нас, и на Западе обязательное требование, да, вот публикация в базах, научных базах, Scopus, Web of Science и так далее. А почему такое вот несоответствие немного между западной наукой и у нас по отношению к общественным наукам? Ну, я во всяком случае вижу так две вещи. Общественные – это вот по линии идеологии и по линии плагиата, да, чтобы не было этих вещей. Потому что общественные науки больше, чем точно, ну, то есть в основном, да, подвержены в некоторых случаях там идеологизации, скажем так, да, ну, как было в Союзе, попросту говоря, допустим. И есть прецеденты, так сказать, отсутствия академической честности, там, компиляции, плагиата, прямо скажу, и так далее. И вот, наверное, чтобы все это избежать, как бы, естественно, повысить доверие, уровень, ну, как бы вот это было введено, да. Но мы здесь вот сталкиваемся, как здесь прозвучало, с другой опасностью, да, такой, я бы сказала, доминированием коммерческого отношения, допустим. Это тоже очень опасно для научных. Вот эта коммерциализация вот этих фундаментов. Угу. Ужасно, да. Вот. Ну, я предлагаю завершать. Да. Да, конечно, да. Вот для завершения. Уважаемые участники круглого стола, во-первых, разрешите мне поблагодарить за активное участие наших сегодняшних гостей. Во-вторых, я думаю, что сегодняшняя встреча не первая и не последняя. Мы, наверное, продолжим, как вы говорили, по вашей логике, прежде чем публиковаться в глобальных сайтах, надо иметь хорошую связь. Так что мы вас, да, не упустим, да. Вы для нас будете вот буфер и контакты, что наши ученые, молодые, тоже публиковались в глобальных журналах. Вам огромное спасибо. Вы помогите нашим. Вот видите, вот сколько-то самые аспиранты, соискатели заинтересованы для публикации. Спасибо за внимание. Спасибо всем и до новых встреч. У нас же есть сайт, чат. Я думаю, будет общение продолжаться, да, через вопросы. Еще здесь. Спасибо.